У сям'і, дзе ёсць насілле, сям'і насамрэч няма. У гэтым упэўнены ўдзельнікі мерапрыемства. Падтрымаць акцыю, што развярнулася ў цэнтры горада, прыйшлі прадстаўнікі Маладзечынскага райвыканкама, дэпутацкага корпуса, силовых структур, кіраўнікі гарадскіх арганізацый и прадпрыемстваў. Когда девочка вырастает, каждая мама желает, чтобы ее дочь была счастливой. И когда замуж выходит, и когда детей рожает, и когда старается, чтобы ее дом был уютным и комфортным. Но, к сожалению, наша молодечная не исключение. Есть сегодня женщины, которые подвергаются насилию, оскорблению в семье. Поэтому хотелось бы, чтобы такая акция проводилась только в знак того, что были такие проблемы, а не в знак того, что они существуют. Проводится большая профилактическая работа на защиту женщин. И Молодечинский РОВД, Молодечинский РТЦУН, и учреждение здравоохранения, центральная больница, в частности психоневрологический диспансер, делают свой вклад. К нам обращаются женщины. Это не огромное количество. За последних 3 месяца работы, согласно нашим данным, это было 12 женщин. Насколько мне известно, Молодечинский РОВД выдает защитное предписание, и эта цифра колеблется где-то в пределах 300 за этот год. Женщина, которая переживает насилие, может обращаться как в Молодечинский РОВД, как в Молодечинский районный территориальный центр социального обслуживания, так может обращаться и в психоневрологический диспансер. Но вообще есть сейчас возможность обращаться по адресу Галицкого, 25. Там открыты 2 пункта консультаций для женщин, перенесших насилие, и для детей. Арганізатары прапанавалі гараджанам наліць ваду ў кубкі і тым самым выказаць межы сваіх пакутаў і болю. Узровень вады і колькасць адмоўнага вопыту ў сямейных адносінах. Кубкі напоўнены по-рознаму. У некаторых вода на самым дне, у іншых налітая до краёў. Удзел у акцыі прынялі некалькі дзесяткаў маладзечынцаў. Насилие в семье – это очень страшно. И не то, что у меня, слава богу, он говорит, налейте столько, сколько у вас было. Я говорю, знаете, что у меня не было, я-то с таким никогда не сталкивалась, не дай бог никому столкнуться с таким. Поэтому чисто символически, может быть, за каких-то знакомых слышала где-то. Но мне бы не хотелось, чтобы эти кружки были наполнены. Семья – это как бы люди, которые собрались существовать, продолжать свою жизнь, развиваться, куда-то стремиться. Есть люди, которые любят друг друга, у них есть ребенок. Опять же, они должны уделять больше внимания ребенку. Когда появляется насилие, появляется разрозненность семьи. Опять же, и все, семья может развалиться на этом. Штомесячна ў нашай краіне цяжкіх цялесных пашкоджанняў памірае до 40 чалавек. Кожны дзень у сярэднім рэгіструецца 1 забойства і 3 цяжкіх цялесных пашкоджанні. Складана паверыць, але больш за чвэрць з іх здзяйсняюцца блізкімі людзьмі. Многія жанчыны не надаюць належнага значэння дзеянням агрэсара і не звяртаюцца за дапамогай да спецыялістаў. А тым не менш, згодна статыстычным дадзеным, у 95% выпадкаў, калі насилие ўжо было, яно паўторыцца. І не раз. Есть семьи, которые, переживая факт домашнего насилия, могут сохранить семью при условии того, что непосредственно сам мужчина будет работать над этой ситуацией, будет справляться с ней, и женщина готова дать ему второй шанс. Но, как правило, если факт насилия существует, то он будет повторяться. Это инциденты, которые повторяются в жизни. И, в принципе, семьи, которые живут в долгосрочном домашнем насилии, для них это становится семейным сценарием. И как не трагично, но дети, проживающие в таких семьях, они потом все это переносят на собственные семьи. Но если мы будем говорить о детях-мальчиках, то это, как правило, либо будущие агрессоры, как правило, в 80% случаев, если это девочки, то это будущие жертвы, которые в цикле агрессивности, в цикле насилия живут все свое детство. И они бессознательно ищут себе партнера в будущем такого же агрессора, каким был их отец. За няпоўны бягучы год у Маладзечынскім раёне 7 жанчын ахвяр домашняга насилия проживали ў крызісным пакоі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Сітуацыі, у якіх яны апынуліся крытычныя, што адбываецца ў сям'і за зачыненымі дзвярыма кватэры, ведаюць толькі яе члены, а колькі пацярпелых дакладна ніхто не ведае. Але важна памятаць, што кожны мае права жыць шчасліва і спакойна. Кожны мае права на дом без насілля. І, магчыма, надышоў час дзейнічаць зараз. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.